Министерство откровенно врет. Северный завоз провален. На этом северном завозе они тоже огромные деньги зарабатывают. Город в Рио, да, Алепинск у нас сегодня. А в Якутске это вот просрочено. У нас мэр в Якутске сидит. Дороги больше похожи, да, на лунный пейзаж с кратерами. Вопрос возникает, да почему в принципе мы должны платить налоги? На что? За что? Новость о Саине Петровой, конечно же, очень греет душу. Это показывает, насколько мы, жители Республики Саха, можем быть сплоченными. Приветствую всех, меня зовут Раиса Зубарева, вы на канале Движение за независимость Саха. Пожалуй, самая главная новость для всех жителей Республики Саха – это окончание северного завоза. На этой неделе Министерство по делам гражданской обороны отчиталось о том, насколько выполнен план, который перед ними в прошлом году еще поставило правительство. Замминистра Никита Павлов провел оперативное совещание и сообщил, что фактически до пунктов назначения доставлено 468 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов. Это 96,7% от заявленного плана. На самом деле министерство откровенно врет. На 31 апреля было доставлено 431 тысячу тонн. На 7 апреля, вот я уже говорила, 468 тысяч тонн. Это всего 75% от первоначального плана. Считайте, северный завоз провален, да? Что они будут делать дальше? Конечно же, они постараются хоть что-то довести, но известно уже, что 15 апреля переправы закрываются. В центральных улусах 15 апреля, в северных улусах в арктической зоне чуть-чуть попозже, 20 примерно апреля, будут закрыты переправы ледовые. То есть автозимники работать не будут. По зимним дорогам, по рекам никто грузы, товары доставлять не будет. Все будут ждать открытия навигации. Навигация открывается через месяц, после того, как вскроются реки и лед пройдет. Получается, что северный завоз, остатки вот эти, да, они перекинут на ЛОРП. У ЛОРПа, у Ленского объединенного речного пароходства, тоже есть проблема. Во-первых, ГУП ЖКХ должно ЛОРПу огромную сумму денег. ГУП ЖКХ перевозит топливо, да, с помощью судов ЛОРПа. А ГУП ЖКХ задолжала компании больше 2 миллиардов рублей. Вообще полный долг в прошлом году у ГУП ЖКХ был 27 миллиардов рублей перед всеми поставщиками. Вот. Так что данных о том, погасили ли они долги перед ЛОРПом, нет. Да, в открытых источниках нет. Я, по крайней мере, не нашла. Помимо того, что поставщики должны ЛОРПу, у них другая проблема. В начале этого года суд запретил спускать на воду 10 судов ЛОРПа, потому что у них не было технической документации. Всего у ЛОРПа, по-моему, на доставке грузов работает около 100, и только 27 из них, около 30, перевозят сухогруз. Вот и считайте, да, сколько судов будет перевозить товары жизненно важные в улусы нашей республики. Следующая проблема. Товары не доставляются ежедневно, особенно в арктические улусы. Почему? Потому что реки в арктических улусах, в северных улусах, они не всегда наполнены водой. Бывают простои у ЛОРПа, бывают по 10, даже по 2 недели. Там очень мало воды, в общем, они ждут, когда реки наполнятся водой для того, чтобы их суда могли по ним проходить. То есть тут одно наложится на другое, и опять же, я думаю, что к концу навигации, к сентябрю, 100% грузов доставлено не будет. Так уже было у нас в истории, да, в нашей, и не один раз. Что в таком случае делается, да? Тогда начинает работать так называемый зеленый патруль, да, когда они вертолетами, малая авиация, в общем, скидывают продукты питания в арктические улусы жителям на слегов в арктических северных улусах. Вот таким образом работает, значит, у нас вся вот эта система. Представляете, да, вот такой вот северный завоз. По-моему, построили, они там отчитывались, да, что будут строить транспортно-логистические центры, большие крупные склады, где они будут складировать, в общем, все товары, которые доставляются. Но, вот, допустим, арктическая транспортно-логистическая компания, она практически банкрот. Об этом вот в октябре на парламентской сессии депутаты заявляли.
да. То есть как работают эти транспортно-логистические центры, тоже непонятно, да. Насколько там вообще, туда доставляются грузы. Потом смотрите, была большая, тоже история с, тем, что перевозчики грузов, да, тоже не получали денег от, того же самого ГУП ЖКХ. Оставались люди без зарплат. Проблему, конечно, можно было бы решить. Северный завоз — это такая рукотворная, да, проблема. Ее можно было бы решить очень просто: построить дороги и построить мосты. Современные дороги, современные мосты. И не нужно было бы, ждать, когда, река встанет или, наоборот, лед сойдет, да. Вот, не нужно было бы строить эти автозимники, заливать специально их, льдом, чтобы они, в общем, были ну, как бы ровные, да. Это тоже, кстати, практика. Наша республиканская практика, когда, дороги, которые в очень плохом состоянии, заливаются водой. Специально для того, чтобы они были ровными. Ну, по крайней мере, раньше так точно делали. Вот, не нужно было бы никаких, северных завозов, не нужно было бы огромные деньги тратить на это, да. Не нужно было бы, я не знаю, там, в долги залезать, кредиты брать. Вот, возили бы, поставщики свои грузы по этим дорогам и через по этим мостам, через реки. Не нужно было бы никого ждать. Ну, наши управленцы считают, что дороги очень дорого строить. И у нас климат, во-первых, не тот, да? Вот, дороги очень сложно строить, мосты очень сложно строить, очень дорого, да? Дешевле, работать вот с так называемым северным завозом. А я-то считаю наоборот, да. Напишите в комментариях, если вы считаете, так же. Можно потратиться один раз, ну, там, на протяжении там скольки-то лет можно вложить хорошую сумму денег для того, чтобы отстроить нормальные дороги и отстроить нормальные мосты, в том числе и этот многострадальный Ленский мост построить, а не вкладывать каждый раз, большие деньги в, северный завоз. Можно было бы, но, если они вложатся и, отстроят логистику всю, да, сделают ее нормальную человеческую логистику, да, сделают по всей республике, то, скорее всего, им будет уже нечего класть в их карманы. На этом северном завозе, они тоже огромные деньги зарабатывают. Ну, как бы не зарабатывают, да, а воруют, честно скажем. Следующая новость тоже очень показательная для нашей республики Саха, да. Как они работают, как наши гениальные управленцы работают. Стало известно, что на пиар нашей мэрии будет потрачено 24 миллиона рублей бюджетных денег. Между тем, мы все прекрасно знаем, что в городе Якутск вообще такая странная ситуация. Кстати, в Алекминске это тоже, да. Но там немножко другая ситуация. Сейчас я, про нее тоже пару слов скажу. В Якутске все же работает просроченный мэр. И вот на деятельность просроченного мэра, на его пиар будет потрачено 24 миллиона рублей. В Алекминске ситуация другая. Почему? Потому что там работают временно исполняющие обязанности. И мэр временно исполняет обязанности, и его заместитель временно исполняет обязанности, и, глава, по экономическим вопросам тоже временно исполняющий обязанности. И, по-моему, там что-то связанное с, городским советом, тоже временно исполняющим обязанности. И, вместо Калныгиной, Дом культуры «Гармония», тоже временно исполняющий обязанности. В общем, город в Рио, да, Алекминск у нас сегодня, а в Якутске это вот просрочено. У нас мэр в Якутске сидит. 2 апреля его полномочия закончились. Тем не менее, он, продолжает работать, как ни в чем не бывало. Как ни в чем не бывало. Департамент правовой говорит, что ну вот, у нас же будут выборы в сентябре, так что пусть сидит до сентября. Что делает наш мэр? Ну, он работает, да, он работает. Мы видим, как он работает по, вот этим прекрасным кадрам, которые разные телеграм-каналы постят, да, из Якутска. Дорогие жители города Якутска, проблемы с лужами – это совсем не проблемы. Разлитые фекалии, Фекальная Армагеддон, Хабарова, 19. в общем, убитые дороги,
Даже тот же самый проспект Ленина, который они строили много лет, огромное количество денег вложили. И все время хвалили мэра Григорьева, да, за то, что он такой классный управленец, построил буквально своими руками проспект, да. Но вот, а его все топит. Значит, дороги больше похожи, да, на лунный пейзаж с кратерами, да. Но, в общем, такой вот у нас мэр. Кстати, Виталий Валерьевич Обедин у себя в телеграм-канале запостил картинку из какого-то тоже провластного телеграм-канала о том, что все те, кто критикует мэра Женю, оказывается, лоббисты алкомафии, вот, якутской. Вот, они представляют интересы алкобаронов, да. У нас же мэр Женя известный борец за здоровый образ жизни. Он закрывает пивные бары, он закрывает вообще любые алкоточки якутские. Не купить нормально днем алкоголь. В определенные часы работает продажа, да, а вечером уже не купишь. Буквально до обеда следующего дня. Вот. Но огромное количество у нас появилось алкомаркетов на территории города. Вот. И теперь мэрская, вот это вот, мэрские, как сказать-то, тролли, да, которые топят за мэра, которые отрабатывают деньги, вот как раз такие, вот эти 24 миллиона, которые кинули, да, на пиар Григорьева, они пишут, да, что вот если вы критикуете нашего мэра, то значит вы точно агент алкомафии. Вот. Ну, то есть умнее ничего придумать не могли. Да? Умнее, по-другому никак они не могут пропиарить этого несчастного мэра Жени. Работает из рук вон отвратительно. Посмотрите, что происходит на Тимирязева 74. Врач приехала на вызов к 90-летней старушке, по-моему, там уколы ставить, да, человеку, и не смогла заехать во двор, а потом не смогла оттуда выехать. И сказала, к сожалению, ну, я не знаю, почему она на своем автомобиле была, скорее всего, потому что просто не хватает техники, да, для того, чтобы осуществлять такие вызовы. А может быть, она как-то по плану должна была туда подъехать. Ну, в общем, неважно, да, но она сказала, что она, к сожалению, больше не сможет приезжать, поскольку двор Тимирязева 74 полностью находится под водой, и сейчас пока еще нет температуры, все это замерзает. В общем, невозможно там проехать. И помойка стоит. Посмотрите эти кадры, да? Вот. И на 17-м квартале такая же история. И она не меняется годами. Вот. Все 5 лет, которые просидел мэр Женя, он ситуацию никак не изменил. Она фактически усугубляется, да, с каждым годом, потому что никто эти проблемы не решает. Но зато 24 миллиона на пиар, на рекламу нашего мэра. Ну, то есть понятно, да, кто будет следующим мэром, чью кандидатуру представит депутатам городского совета Айсан Николаев. Но на этом фоне, смотрите, из бюджета 24 миллиона рублей на пиар, человек, который ничего абсолютно не делает для города, на этом фоне у нас очень хорошая новость. Жители Республики Саха собрали 600 тысяч рублей на поездку в Южную Корею девушки с ДЦП Цаина Петрова. Она мечтала попасть на концерт своей любимой группы BTS. Вот, сняла видео, где она танцует на инвалидном кресле под музыку. И ее видео в Инстаграм репостнул Джинкок. Жители Якутска, жители Республики Саха решили помочь девушке воплотить свою мечту, ее мечту, да, поехать на концерт. Какая вообще большая разница между тем, что делает власть, да, для жителей, и между тем, что делают сами жители, да, когда они видят что-то настоящее, да, что-то, что трогает прямо за душу, да. Работа мэра за душу не трогает. Я думаю, что жители вообще Якутска, они, многие, наверное, из них жалеют, что они вообще платят налоги. Платят налоги, потому что непонятно, куда уходят эти налоги.
ничего не меняется, ничего не ремонтируется нормально, да. Вот. А здесь, в случае с Аиной Петровой, абсолютно бескорыстно люди буквально там за один день собрали 600 тысяч, чтобы она и ее мама, сопровождающая, поехали на концерт. Вот такая разница. Вот такая разница между жизнью и властью. Не настоящая, она нелегитимная, никто в нее не верит, никто не хочет ей помогать. Многие, вот я же говорю, многие, наверное, очень жалеют, что им приходится платить налоги, да, потому что никто перед ними не отчитывается, куда уходят их деньги. А на самом деле они же видят, что происходит. Буквально ничего не делается. Вопрос возникает, да почему, в принципе, да, мы должны платить налоги? На что? За что? Перед нами даже никто не отчитывается. И раньше никто не отчитывался, да, это было все вот так формально, да. Все вопросы, которые задавались, они вот так, вот, значит, пролистывались, да, давайте. Максимум, что власти делали раньше, когда они были выборные, они обещали: "Да, мы примем во внимание, обязательно решим", и ничего не решали. А сейчас, когда выборов нет и не будет, они вообще ничего не будут делать. Абсолютно. Zero. Вот что ждет нас. Вот поэтому на фоне того, что происходит в Республике Саха, новость о Саине Петровой, она, конечно же, очень греет душу. И, кстати, это показывает, насколько мы, жители Республики Саха, можем быть сплоченными в определенный момент, в тот момент, когда что-то нас по-настоящему волнует. И вот эта вот новость, она прям дает надежду. Надежду на будущее, надежду на то, что мы также будем сплоченными, когда мы наконец-то обретем независимость. На этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. До свидания.